Ребята, на эвакуаторе ко мне приехала Honda. Сейчас будем парковать на ремонт. Человек прилип с выжимным тоже на дороге, на трассе. Сейчас будем разгружаться. О, вот она, да? Honda. Привет, что делаем? Здрасте. Сейчас, короче, его просто спускай. Руками только? Не, зачем? Он же заводной. Заведенный, но вперед назад. Вообще не едет. Вперед попробуем, да. Вперед попробуем. Вперед попробуем, да. Ну давай затолкать, нам надо его передом сюда каким-то образом. Сюда вперед, да? Да. Ну он должен, по идее, маленько-то. На электротяге же должен приехать. Или он вообще не заряжается? Электротяге же должен заехать. Или он не заряжает батарейку? Заряжает. Заряжает? Коробка не включает. Вообще не врубает его. Да? Вперед идет, но задний ход не идет. Ну, давай попробуем сейчас. Сейчас попробуем. Он работает же, да? Но она закрылась, походу, или что, я хер. А ключи где? Она закрылась? Закрылась? А что она? Ключа нету, что ли? Иммобилайзера. О, это пиздос. Короче, ключи в машине оставили. И машина закрылась. А мне ее надо передом загнать. Вызывайте его. Это ребят, которые откроют. Давай, 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 давай. Еще, еще. Прямо, прямо. Давай, давай, давай. Давай еще, еще, еще. Еще. Хорош. Еще, чуть-чуть. Еще чуть-чуть, давай. Еще. Еще давай маленько. Хорош. Роняй. Ну ее же сейчас как-то заглушить еще надо. Ну. Как-то открывать надо, сейчас будем ее открывать. Мы сейчас откроем. Но в тепле-то уже разберемся. Не на холоде. О. О, стой, 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 стой! Держи! Блять, что бы такое подэтовать? Но. Сейчас я вторую досточку подложу. Короче, закрылся везель. Сейчас будем вызывать мастера, который скроет эту машину. Подушка нужна, которая сюда. Он загоняет, короче, подушку вот сюда. Бам-бам-бам. Она заведенная на нейтралке стоит, да? Ага, ага. Так, вот. Коробка так не надо. Заведенная вторая. Ключи внутри забыты. Короче, разбор везеля. Уже видим один недочет. У нас обломанная шпилька в колесе. Это мы фиксируем, что мы ничего еще не трогали. Но есть уже обломанная шпилька. Так вот. Ну а там по ходовой будем смотреть, что бежит, что течет. Вроде так-то нормальная машинка. Все чистенько. Так, внизу утепление надо будет снимать. Ага. Вон, смотри, внизу клипса валяется. Что за клипс? Вот, смотри, видишь, на банда защите клипса валяется. Ну. Это откуда-то отсюда выпрыгнул. Вот отсюда, походу. Может быть. Да. Ну, так вроде все целое. Все нормально. Лазили уже, да, в нее? По-любому? Коробку снимали, думаешь? Да, 100%. А ты зря бачки, братан, сразу открутишь. Нет, Их всегда надо в конце уже. я проверил, выкачал жидкость. Вот в этом контуре трубка пустая. Ага. То есть вытек уже. Все. Ну, в принципе, так тоже нормально. Но лучше не париться. Бачки потом всегда Почему снимай. по месту сразу снял, чтобы проводку потом не мешалось? Проще, да? Конечно, ничего не мешает. Ну, ее можно подвязывать, в принципе, проволочкой. Не, сейчас я отстегну, все уже. Она сейчас там отстегнется и вообще сюда уберется. Ну, короче, вот Паха все тут уже раздербанил. Все уже снял. Дроссельку тоже открутил. Сейчас колеса откручивать. Ступичные сразу надо было сорвать, пока на колесе. Нормально, да? Вот этим нормально будет. Ну да. Я такой, братан, тоже куплю себе. Я сегодня видел его. Он стоит-то не так уж и много, оказывается. 40...
48 тысяч. Но. Я думал, он под сотку стоит. Сборе-то под сотку и стоит. Да? А, с батарейкой, да? Ну. А, это он отдельно только, да, полтинник? Да. Ни хрена. Цыка, тюняшка. Ну-ну. Что там? А, нифига тюнинг. Тюнинг, автобафер. Это подогреватели, термиты же, по-моему. Почему Нет? нет? Чтобы не просаживалось, типа, меньше. А, Шляпа. что по колодкам, нормально? Что у него тут? Триалли, полотки стоят с озона. Диски нормальные, не жравшиеся вроде. Ступичные не бежали? Ой, эти ступичные, говорю. Сальники. Нормально. Приводов нормальные? Нормально. А есть другой, да, привод? Ну тут чуть-чуть по-другому. И знаешь, какой он, чем он ебаный, этот привод? Тем, что если ты его 3 пода вытащишь, ты его потом вообще туда не засунешь. Да, я знаю, здесь пыльнику пиздец. Он на приводе. Ну вот заодно и пыльник поменяем. Да, о, пыльник, кстати, да, хана ему. Ну это вот надо сказать, купят пыльник и все. А у нас есть же, по-моему, один, да? Оставался. Да, неопреновый. Ну вот, неопреновый поставим. Так. Эту тоже сторону сейчас посмотрим. В общем, взялись за Везеля за этого. Приехал он у нас с выжимным. Все обоссалось. И машина задом вообще не ехала. Только передом чуть-чуть загнал кое-как. Сейчас приедет на обслуживание Везель тоже. Буду коробку обслуживать. Масло менять. Сережек, здорово. Пришел твой подшипничек. Вот он, красавчик. Только что с деком привезли. Все ценненькое вроде. Все нормально. Будем пробовать. С подшипником все плохо. Он у нас заклинил. Шарики оттуда повылазили. Сейчас выбивать будем. Мы его еще разберем, посмотрим. Вот. Но это ладно. Подшипник однозначно под замену. Вот. Хорошо было бы, если бы корзина была целая. А корзина у нас не очень-то. Вот этот диск еще нормальный. А вот тот диск уже все. Он уже изношенный. Вот. Поэтому поставить ее, конечно, можно. На свой страх и риск, так сказать. Но если она не откалибруется или что-то будет, то в принципе как бы это второй съем коробки. 45 тысяч рублей. И все равно придется покупать корзину. Вот. Я предлагаю, у нас есть корзина. Вот она. Она в очень хорошем состоянии. У нее оба диска в нормальном состоянии. Толстые. Вот. И там вот диск тоже он толстый. Второй. Живой. Поставить его. И у нас еще там есть кое-какие недочеты. То есть сейчас покажу. При сборке автомобиля нам нужно будет еще поменять этот пыльник привода. Где он? Вот он развалился. То есть надо будет купить пыльник, поменять, перетряхнуть. Сальник коробки. Вот. И сальник коробки. Сальник коробки. Сальник коробки, вот этот он бежит, да. Подшипник вот этот тоже под замену. Вот этот подшипник центральный. Его тоже надо менять. То есть это еще дополнительные затраты. Сколько все это стоит, подшипники и сальники, я пока не знаю. Но это там 1,5 рубля, грубо говоря. 2 рубля где? Где 1,5, где? Ну, короче, небольшие суммы. Но это все надо будет делать. Плюс цена ремонта. В общем, вот такие вот ситуации по Везелю. Подмотали, конечно, Везелька. Нормально так. Что решили? Завтра, я не знаю. Давай завтра с утра созвонимся. Завтра созвонимся. Вот. Готовим подшипник тайский, который вчера с Сереги пришел. Сейчас мы его смажем весь и будем ставить на этого Везеля. Все-таки пришли к тому выводу, потому что что-то мне не нравится этот подшипник оригинальный. У него люфт есть по муфте холостого хода, да. Вот этот подшипник, короче. Решили поставить новый подшипник. Но надо обслужить его только. Вот, тайский. Серега, который тайский, твой подшипник вчера пришел. Будем втыкать в Везель. Пробовать. Ну, вроде работает нормально. И осаживается хорошо. А вот теперь вот так сделай. Вот так сделай. Стоя. Давай. Вот если он стоя так будет хорошо отрабатывать. Базара зира. Нормально. Отрабатывает.
Нормально. Ну он что-то косоебит его маленько, да? Но это Ну, это ничего. хуйня. Это ничего. Он там центранется в сцеплении. Ну. Это похуй. Ну что, все, он проверили. Ничего нигде не бежит. Ночь отстояла. Бачки Да, актуатора. Здесь смазали чуть-чуть. Специальной смазкой. Все правильно. Корзина новая. Новый подшипник. Воткнули тайский. Будем экспериментировать. Потому что нормального подшипника у нас оригинального что-то не оказалось. Подшипник холостого хода, там большой люфт, а это новый все-таки подшипник, хоть и тается, но он нулевый, безо всяких люфтов. Поэтому мы пришли к выводу, что надо его втыкать. Ходит он нормально, мы его проверили на компрессоре, поэтому должен откалиброваться четко. Если он сейчас встанет у нас, то все будет хорошо. Этот подшипник будет лучше, чем оригинал ходить. Ну, как-то так. Там поменяли смазку в подшипнике. Подшипник промыли. Он расходился. Ну и как бы будем его ставить. Ну, в принципе, подшипник нормальный, короче, старый. Просто его надо было подмазать. Он уже, ресурс смазки уже ушел у него. Вот. Что еще, какие работы будут проделаны? Сейчас коробку поставим. Все нормально в этом плане. Потом пыльник поменяем на гранате. Гранату обслужим. Ну и все, в принципе. Будем заводиться, пробовать. Такие будут проведены у нас работы. Дроссель почистим еще. А? Дроссель почистим еще. Дроссель, ну дроссель обязательно. Дроссель почистим. Что еще? Масло поменяем. Все свежие жидкости зальем. Все, работа кипит. Сегодня мы должны запуститься. Я так думаю. Сальник, кстати, тоже поменяли. Просто вчера некогда было мне снимать. Паха видео не снял, как его, ну не смог, потому что он сам его устанавливал, и снимать это одновременно невозможно. Поставили оригинальный сальник. Покажи, где старый есть, выбитый. А, вот он. Ну да, вот мы, короче, старый сальник вытащили. Вот он. Вот упаковка от оригинального нового. А вот оригинальный новый поставили, вот такой. Так что все хорошо. Это уже дубовый сальник, поэтому пришлось поменять. Он бежал, подтекал. Такие дела. Захейтят тебя нахуй. Потом и меня захейтят, скажут, «Ну, там какой-то хуярь». Так и есть. Хейтеры, Скажут, где подъемник, где что, на домкрате коробку корячим туда. хейтеры не спят, да? Хейтеры не спят, да. Баллончики наши сюда. Ты поверни его вот так вот. Сразу Да, сразу. картошку не поводи. Обслуживаем гранату. Вон там сколько всякого дерьма, да? Песка и всего остального. Сейчас мы этот старый пыльник уберем. Ой, ну все новые, нахуй, плоскогубцы все забараблил. Сука. Все. Перчатки на выброс, нахуй. Так я специально перчатки одел, чтобы руки не пачкать. Они есть, валялись. А, Я старые взял. ну-ну. Так, вот тряпка как раз, подожди, солидольная, самая лучшая. Самая лучше. Она тоже вся в песке, нахуй. Ну да. Да вот. Давай ты. Ну чё? Погоди. Ты его помой просто сначала, а потом сухой чистой тряпочкой протрешь. Нет, ты дай мне бумажную салфетку, сейчас я его сотру основное, а потом помою уже. Тут- Так мыть долго будет. Тут важно, чтобы все было чики-пики. Как это называется-то? Стерильность должна быть, как в хирургии. У него, кстати, песка почти нету. Повезло. Он просто вода попадала в него, но не песок. Оторвем еще салфеточку чистенькую. Вот, как мы должны. Ну, ништяк. Все, бензыч. Где-то была у нас эта шикалка с Не бензином. надо уже как-то помывать. Надо. Ты потом смазки туда так уже нормально не набьешь. Не набьешь. Да, там смазка грязная с песком, нахуй. Надо вымывать ее. Иначе ничего хорошего не будет. Я всегда мыл, нахуй.
свои шрусы. Не, ножа, по-моему, конечно. Ну не прям. Я на Лексусе, помню, снимал вот это все, разбирал. Гранаты эти все нахуй вымывал. Четко. У меня пиздец гранаты всегда бегали. Ну. Хотя у них болезнь на Лексусах. Гранаты не ходили долго. Сатовские вот эти вот уже подменные, они уже, блядь, года 3. 2-3 года все на выброс. Короче, ставим новые. Здесь все помыли от грязи. Все промыли. Сейчас новый пыльничек уже подготовили. Все, сейчас новой смазкой набьем. Смазка будет у нас вот такая. Шелловская. Ну и все. Граната будет обслужена. Шпаклюй, шпаклюй. Ара. Шпакля-макля. Паха. Паха мастер. Ага. Колхозного гаража. Как иначе? Как говорится, кашу маслом не испортишь. Ну, да заебись, когда человек с навыками, нахуй, всеми. Все умеет, нахуй. Семирукий. Ну. Семихуй, да? Не, ну мы сейчас ее туда-сюда повозим. Ну да, и вот так. Смазку Туда сейчас она вся проникнет. Смазку вымыли. Все. Вот тут еще немножко подмазал бы. Там пусто. Не-не, я туда его загоню. Что я, бля? Совершенно так. Угу. Ой, аккуратно. Ты вверх держи. Да, это сейчас. Вот так вот. О! О, давай я вот тут загоню. Да я загоню. Давай. Это нутелла. Да, туда вот так вот, чтобы все подшипнички там было все смазано. Сейчас работает. Во. Давай добавим. Собрали почти везеля. Осталось залить масло. Вот. Ну и в принципе все. У нас тайский подшипник. Будем пробовать. Главное, чтобы все хорошо было. Откалибровался. Ну и все. Подшипник новый. На стенде шел он хорошо, разработался. Все нормально, как бы отрабатывал себя хорошо. Поэтому я думаю, нормально все будет. Это у нас второй подшипник от Сергея, который пришел с Хабаровска. Вот. И я думаю, что если сейчас все нормально, ну, мы такие будем покупать нормальные подшипники. Если они все будут проходить, все калибровки. Первый раз у нас был затык с этим подшипником. Мы его сняли и поставили Арик. Это был у нас шаттл. Вот. Он у нас не прошел калибровку, напоминаю, именно 4-ю, ну, зажимное усилие муфты. Вот этот этап не прошел. Но как получилось, что там были слабые бачки актуатора, может быть, что-то в этом была причина. Вот. Потому что у нас даже там, по сути, оригинальный подшипник не с первого раза он откалибровался. А тут он у нас просто заел именно на этапе зажимания муфты. И все, и пришлось снимать коробку. Вот, как бы так. А вот в этом варианте сейчас, если у нас с первого раза все хорошо получится, то будет все хорошо. Новую свежую ДВшечку. 1,5. Машина выдовая, сюда залетает 2,150 примерно. Когда все с него вытряхаешь. 2,150 масла миллиграмм. Вот. А сейчас пока 1,5 и еще потом 600 с копейкой грамм залью. Будет нормально. В принципе, по перелитию масла плюс-минус, но должно все быть так, чтобы с крышечки текло. Вот, чтобы был уровень. А так, по сути, это обычная механическая коробка, там ничего такого нету. Перелив плюс-минус, там миллиграмм ничего не даст. Ничего страшного в этом нету. Сняли мы подшипник с этой. Свезели. Вот такой вот у нас получилось. О, муфта. Пружинка вылетела, да. Она отсюда вылетает.
Да, она там смотри. Как-то ее выкручивает. И все. Фонарик, дай фонарик принесу. Сейчас будем разбирать. Все, карабас на месте. Пошла жара, прикручивать уже болтики. Сейчас 5 болтов, да, там? Или сколько? 7 болтов и все. Собираем в обратном порядке все. Будем заводиться. Муфту снимем. Это тоже люфтит уже. Люфтит сильно, ага. Но у него манжетка, получается, кирдыки пришла. Вытек. Ну и как немаловажный фактор, скорее всего, корзина сильно спалилась. Из-за этого, может, из-за корзины вообще весь этот сорбор произошел. Ну, а вот сейчас и заработала. Ну, понятно, но там диска-то нету. Гнезда подсыпаны. Вот все с него. Вот муфта, вот она, расплавилась. Он очень перегрелся. О, Еще, ребята, есть такая вероятность, что этот везель вышел из строя из-за того, что его очень сильно утеплили. не, братан. Че? Вот этот подшипник у него клинанул. Ну, он клинанул, да, клинанул. Вообще, он, видишь, в сборе с муфтой крутится. Ну, давай попробуем ее снять, эту шайбу. Посмотрим сейчас. Короче, подшипник куда? Шарики все развалилась. Он такой заклинил. Он развалился. Развалилась муфта. Да, он заклинил. Угу. Понятно. Что за автобаферы? Какая хуйня? Ну вот стоят у него. Под пружинах вот этих. А, А что ж ты тогда мне советовал на Киеве сделать их? Не, так мы сделали же, блядь. Ну или что это? Переменку, что ли? Да. чуть-чуть еще натяни. Видишь, не встал по месту. Давай потянем. Давай, славим. Все уже До уперлось. упора должен. Ну все, в принципе, ладно. Это вот все закрепили, все затянули, все протянули, все проверили. Чуку поставили. Аккумулятор тоже. Аккумулятор, кстати, надо было бы подзарядить, да? Ну, попробуем сейчас. Может, накинуть клеммы для калибровки, да? Давай. Пускай будет. Залили масло. Все. Заряжаем потихоньку. Калибровкам. Да, ни разу, ага. Так и есть, новую поставил и все. Сейчас проверяю все на ошибочки. Сейчас будем калиброваться. Пробег 105 тысяч. 105 тысяч всего машина прошла. Вообще ни о чем. Ну, может быть, да, что на 105 у него смазки еще чуть-чуть было вот так. Да. Родной, да? Может быть, да. Но у нее получается, высох-то муфта получается. Верхняя. Да. Средний подшипник еще более-менее смазка была. Холостого хода, да. Тоже сухой. Но. Ну, значит, на 105 уже надо, по идее, смазывать. Надо уже, надо. Ну, по идее, да. Вот, считай, не дожил, да, до сотки. Ну, сотка, считай, и все. Чуть-чуть за соточку. Ну, потому что человек, видать, так ездил. Тут от езды зависит. Потому что некоторые приезжают 150, у них нормально все. Ну, более-менее еще ходит. Не, шум есть, но ни хрена еще не вытек. А тут он уже на 100, да, на 105 получается. И у нас был, получается, шаттл 300 километров. А прошел 300 тысяч. И только тогда как бы вышел из строя. Может быть. Может и перегрев. Может и перегрев, да, сыграл роль. Как бы непонятно вообще. Она по грязи где-то пожарили и все. Да, скорее всего, это эксплуатация. Но. Второй этап калибровки, заполнения муфты. Машина у нас поймала ошибочку. Сейчас будем ее опять удалять. Сейчас он накачает, и потом следующее условие будем проходить. Третий этап, EOL поиск эталона. Хоп, хоп, хоп. Успешно.
Сейчас будем 4-й этап проходить. Запоминание передач, поиск. Так, ставим. Запоминание передач. Поехали. Тык, 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 тык. Ага. Угу. Угу. Все, прошел, все. Все пощелкал. Все прям передачки прошел. И так нормальненько, так плавненько, так тик-тик-тик-тик-тик. Бывают шумы такие. Тыщ, 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 тыщ. Да, как вот если плохая коробка в плохом состоянии, он будет чук-чук-чук-чук-чук-чук, как калматит, как паровоз, короче. Ну, когда износ уже, видимо. Да, как будто поршень. Коленвал прокручиваешь на машине, он начинает вот так вот. А тут он нормально так прошел. Мне понравилось. Ну, самое главное, это 4-й пункт. Вот его, если пройдем. Это что у нас? Зажимание, ну этот. Так, запоминание перед... Характеристика зажимного усилия. Вот это самый паскудный. Вот если он его пройдет сейчас. Все нормально, да? Да. Китайцы вот его не проходят. Ага. Мне понравилось, как он прошел. Он выстрелил подшипником. И обратно его затянул. Слышал, да, вот это последнее? Ну, Это он его затянул. ну, завернулся. Да, он его туда вставил назад. То есть он его выстрелил, коснулся диска. Ну, и забрал обратно. И забрал обратно. А вот китаец, он так не делает. Он его касается, а обратно он его не втягивает. И он пишет сразу, типа этот, как его. Успешно все прошел. Вот тайский подшипник, ребята. Мы его обслужили. Смазкой поднабили. Ничего, в принципе-то. Да, и все. Сейчас вот у нас последняя характеристика зажимного прошли. Делаем последний этап. Все, сейчас 5 минут работает. Прогреваем муфту и делаем. Запустили мы везеля после нашего. Это нам уже не нужно. На зарядке стоял немножко. Ты стяжку-то по фэншую-то хоть бы отрезал. Я даже не знаю, может разбирать придется. А, вон оно что. Молодец. Паха у нас готов на все, даже 3 раза коробку снимать готов. Я хочу делать со 1 раза. Ну правильно. Нормально, нормально. Машинка завелась. Никаких посторонних звучков. Кстати, никаких звучков-то нету. Вообще тишина. Люфта-то нету. Тишинище вообще. Вот как новая машина беспробежная должна вот так работать. Только двигатель. Но у него цокотят клапана. Слышишь? Ну, лучше пусть они цокотят, чем они зажаты. Ну, они цокотят, да. Это он на 95-м бензине ездил. Видать. Он сейчас разогреется, мягче будет работать. Конечно, Да. Масло там дерьмовое, масло черное. Надо будет поменять. Тоже ему сейчас надо будет сказать. Масло, чтобы поменял, по идее, в двигателе. По-хорошему, если машину уже обслуживать, то пусть нормально делает уже. Ну, согласиться, не согласиться уже, тут его вопрос. Вот. Мы бы сделали. Я бы вот для себя с душой бы делал машину, я бы поменял бы здесь тормозную жидкость еще. И масло в двигателе хорошее бы залил бы. Лучше бы вообще с промывкой, потому что щуп черный. Смотрите, какое масло. Оно чернючее уже. Ну, еще как бы не совсем, конечно, но уже черное. Так что Везель приехал на эвакуаторе к нам. А уедет уже своим ходом, я так надеюсь. Все будет нормально. Так что, ребятки, стараемся мы машинки делать. Ну, конечно, вот сегодня у нас прилетел отзыв плохой почему-то. Кому-то что-то типа сломали. А что мы сломали? Ну, может, какую-то клипсу пластиковую где-то что-то.
Так они все рассохшиеся, приходят сюда. Я вообще не понимаю вот эти моменты, когда тебе предъявляют за клипсу пластиковую или за что-то такое. Или даже защелки вот эти вот. Бывает, защелки ломаются вот эти вот на свечках. Когда свечки менять начинаешь, только ее чуть-чуть отверточкой подковырнуть пытаешься, она щелка, она рассохшаяся, она ломается. Все пластиковые элементы, по идее, они должны предусматриваться, что после какого-то ремонта, по идее, они одноразовые, они должны меняться. То есть, если привозите на ремонт, вы должны понимать, что либо мы покупать будем вам клипсы дополнительно ставить, а она сейчас 60-30 рублей стоит одна, да? Но это тоже дополнительные бабки. Либо привозить с собой комплект. Вот, ребятки, мы приехали на замену масла. Вот у нас есть для этой Хонды клипсы. Потому что клипсы покупать нам тоже пока резона нет для каждой машины. Это, считай, они везде разные. На приусах свои, там свои, там свои. Ну, я буду, конечно, к этому стараться. Но мы, извините, в апреле только открылись. Только начинаем всем этим заниматься. И не могу я пока все расходники дать. Ну, не могу никак. Просто даже... У меня другие проблемы. Это вот хотя бы подшипники, чтобы у меня всегда были, да? Чтобы машины ездили. Это же важней? Важней. Вот эти вот корзины, чтобы были у нас всегда в наличии, это важно, это дорого. Вот смотрите, получается, одна корзина стоит, ну, нормальных денег, да? Это надо 3-4 корзины нам покупать, чтобы они всегда были в запасе. Так что, сорян, ребята, кто ставит отзывы какие-то, вы хоть обосновываете за что? Потому что, в принципе, мы за хейт-то, да? Ну, да, мы за критику, да, мы за критику ничего не говорим, но в принципе обоснованная критика должна быть, да. Либо приехал там с глазу на глаз, нам сказал: вот, ребятки, вы нам что-то сломали. Нас это не устроило. Нас не устроило, да. Давайте мы вам херачим отзыв, если вы нам не исправите, да? Нет, почему? Человеку не понравилось, сказал: да, дружище, мы исправим, это, ну, не проблема. Да. Конструктивная критика всегда помогает расти. Да, Когда ты не да. понимаешь, от чего. Да, вот именно так. Ну ничего, нормально все, я думаю. Сейчас мы тачку откалибруем. Сейчас еще в динамике ее калибранем, потом ротор калибранем. В конце мы в самом будем калибровать этот, как его, дроссельку. Потому что здесь сейчас нам важно машину запустить. Все, сейчас пойдет по передачам втыкаться. Так. Так. Все, никаких скрежетов, ничего не было. Прошла по всем передачам на горячую. Доволен? Я доволен. Ну, сейчас еще в динамике калибранем. И я доволен буду, когда я посмотрю список. И там будет видно, что он все калибровки прошел. Я думаю, да. Ну, да, радоваться рано очень. Мы вот всегда вот с Максом порадуемся раньше времени. У нас что-то... Я понял момент. Ну? По тайскому подшипнику, почему у вас с тем подшипником. Давай, Паха, говори. Момент. Очень интересно. Давай. У вас попала в муфту смазка туда, внутрь манжеты, Ага. и она заклинила. Потому что мы здесь, когда смазывали, попала чуть смазка. Когда мы первый раз устанавливали, Да. ты имеешь в виду? Сейчас смазка тоже попала, она начала клинить. Смазка мешает возвращаться. Но. Мы ее вымыли хорошенечко, Ага. разработали, пружинка щелкнула, то есть там, ну, провернули, чтобы все как было. И она работает, Угу. в принципе, четко. Ну, Да. стенд вещь, да, надо на нем испытывать все, конечно. Прежде чем подшипник поставить, чтобы он не тек, его надо проверить, на сутки поставить. Сутки у нас стоял. Сутки поставить на стенд. Я и коробку, прежде чем ставить, вчера зарядил гидроцилиндры, ну, актуаторы, залил, все сухое. Не, молодцы парни, нормально. Так. Ну все, у нас сейчас последний раз надо пройти просто в динамике, прокатиться и все. Сейчас заводим машину. Все. Ставьте там этот, как его, войлок мне. Я прокачусь на ней. И все. Все колеса все затянули. Закручено, но брезент висит внизу, как сопля. Надо его хотя бы временно примотать. Ребята, еду на тайском подшипнике. Калибровочку делаю. Машинка ведет себя очень хорошо. Не пинается, нормально идет.
Сейчас на первую ее калибрану. На трассу выйду и пойдусь по всем по передачкам уже. Машина едет, не буксует, ничего, нормально. Ладно, сниму и откалибруюсь, сниму дальше, потому что нельзя. Так, все, прошел все калибровки. Вот результат. Туманище у нас такое сегодня. Холод лютый. Вот, сейчас мы остановимся и откалибранем еще кое-что. Так вот. Ну и на этом все. Приедем в гараж, будем закреплять утеплитель. Еще раз проверим, течет ли у нас что-нибудь, не бежит ли что-нибудь. И все, в принципе, на этом. Так, 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 выключаем. Все нормально, я думаю, все. Лайк. Ставьте лайк, ребята. За хвост тоже ставьте якутский лайк. Вот такие у нас побрякушки бывают. Это не побрякушка вообще-то, это оберег. Крутая штука. Якутские вот такие мастера делают. Так что, ребятки, ставьте лайк за нашу Якутию. Мы живем в Якутии, уважаем ее, уважаем наши обычаи, законы. Ну, как бы, это все должно иметь место, как бы. На своем месте все должно быть. Как бы так. Ну все, калибровочку мы прошли. Все будет нормально. Показываю, что все калибровки у нас пройдены абсолютно. Вот. Вот эти две не должно быть, 8-я, 9-я, у них нет этих передач. Этого тоже не должно быть 9-х. Все остальное все безупречно прошло. Так вот. Ротор я тоже откалибровал. Немножко сейчас сниму обзор на автомобиль. Как бы так. Сейчас вам объясню. Вот он везель. В принципе, это у нас автомобиль конкурент из Toyota CHR. У нас автомобиль очень хороший, компактный, и по сути он конкурентов не имеет по своей ценовой политике и по экономичности. В принципе, он очень экономичный автомобиль. Вот. Почему мы сюда решили поставить все-таки тайландский подшипник? Ну, потому что это новый подшипник. Металл у него хороший, в принципе, я его посмотрел. У него очень выполнена неплохо сама сепаратор, получается, на подшипнике, пластиковая часть. То есть этот подшипник не имеет никакой выработки, ни люфтов, ничего. То есть это новый подшипник абсолютно. Хотели мы поставить бэушный поначалу, этот оригинальный подшипник у меня был, но в нем был люфт, и я не стал рисковать. Машина выдовая. Тот подшипник можно кому-нибудь поставить, но не на выдовый автомобиль, он будет еще ходить. А это выдовый автомобиль, он тяжелый, он греется. Кстати, что хочу сказать, что никогда не закупоривайте этот автомобиль сильно. То есть не надо его сильно закрывать, низ, днище, вообще тем более. Спереди его утеплили, и все как бы у нас в зиму. Почему? Потому что выдовый автомобиль очень греется коробка, из-за этого выходит подшипник из строя. Пластиковая часть у него выходит из строя, и все, плавится. Так что, ребята, ну, на морозе очень холодно снимать. У нас сегодня под 50 градусов мороза. И всем пока, всем лайк. Ставьте лайк нашему каналу, как бы всем добра. Приезжайте, отремонтируем ваши автомобили. Еще раз все-таки продолжу съемку. Мне нравится, как он едет. Едет, все заряжается, все хорошо. Никаких ошибок на табло нету. Тачка четко едет. Вот даже чуть-чуть придавлю. Вообще набирает идеально скорость. Мягонько. Даем гарантию на вот этот подшипник сейчас человеку. Неделю покатается. Я думаю, все хорошо будет. Я отвечаю за этот подшипник, поэтому он новый. Ну и в принципе все на этом. Все работы мы выполнили. Поменяли сальник еще до кучи. Первичного вала. Поменяли привод на гранате.
подлечили. Все помыли от грязи. То есть по ходовой мы все недочеты, мы человеку все пояснили, что у него надо еще делать, окромя коробки. Ну а так машина приехала на эвакуаторе. У человека не сложилось. Ну, новогодние праздники испортились маленечко, получается. Когда машина вышла из строя, видать, я так понял, на трассе люди встали. Вот. Запчасти у нас не было после Нового года. Ну, человеку как бы... У нас машина стояла еще на ремонте. Я человеку пообещал после Нового года, чтобы загонял машину. Вот, привезли на эвакуаторе, и мы ее сделали. 3 дня и автомобиль в строю. Ребятки постарались. Все аккуратно, в принципе, сделали. Ничего нигде не поломали. Никакие пластиковые элементы, ничего сломано не было. Так что автомобиль сейчас загоним. Ну и будем отдавать. Сейчас я, наверное, суксидикой сюда переставлю, скорее всего. Да, суксида переставлю сюда. Да, мы последний штрих. А пускай подходит там. Закрепили этот, как его, утеплитель назад, как было. Это, у меня-то совет, короче, нижний утеплитель убирай, если что. Вот тебе достаточно вот этого переднего утепления. Почему? Потому что у них коробка очень сильно греется. Это выдовая машина, на нее идет большая нагрузка. Убирай утеплитель снизу, с коробки. Почему? Потому что вот этим у тебя, скорее всего, подшипник-то и вышел из строя. Он у тебя перегрелся. А? Он перегрелся у тебя. И пластиковая часть у тебя расплавилась. Из-за этого. Поэтому как бы снимай. Зимой езди просто вот так. Передок закрываешь, а низ не надо ничего закрывать. Ездишь как ездишь. Она будет охлаждаться, и таким образом подшипник будет ходить дольше. А дядя где-то в деревне же, да? А? В деревню ездит, да? Да, деревня. А что, куда ездит? На трассе вот так. Ну я знаю, я заметил. Ну она на дальняк, да, получается? Заметил. На дальняк ездит, да, получается? Машина. Куда ездит машина постоянно? В Бердигистях? О, ну это Нет, там сейчас асфальт, там хорошая дорога. 800, да, километров? 180 километров. 180? А. Сидимся с хозяином испытывать данный автомобиль. Прокатимся. Человек приехал, тебе заправиться уже надо. Я рядом. Ну. Хотя... Че, ты завел ее? Все нормально. Поехали. Свет-то включи. О. Сейчас прокатимся туда, до магазинчика, да обратно. Посмотришь, как идет. А, еще свет врубай. Не видно ничего. О. Все, едем на тайском подшипнике, газуем. А привод не трогали, да? Почему сделали? Привода? Да. Резинку поменяли тебе там. Ну этот пыльник. Туда. Обслужили его. Смазку поменяли, помыли весь. У меня пыльник новый я купил. Ну, мы сделали, поставили свой. Тебе есть, да? Угу. Но был. Поставили. Тот на следующий раз оставишь. Машину обслуживайте. Honda не терпит, когда ее не обслуживаешь. Масло, чтобы всегда было свежее. Все по регламенту. Сильно ей это самое. Не давай резких всяких переключений, они не любят. Нормальная езда. Гибрид это не гонка. На ней не надо сильно газовать. Постоянно ставить надо на ручной тормоз. Либо на холде ездишь. Таким образом будешь коробку беречь. Первичный вал у тебя не будет разбиваться. Это что, не понял? Первичный вал это на коробке вал. Ага. Не будешь его разбивать. Вот. Все эти будешь, если рекомендации соблюдать, у тебя машина будет нормально ходить. Сильно, что-то там сказали? Я говорю, постоянно надо тебе ручник ставить, либо на холде ездить.
Вот холд. Да я постоянно ручник. Ну, ручник всегда делаешь, да? Ну и все. Будет тогда у тебя нормально машина ездить. Они не делают. А, ну вот если они не делают, то они будут разбивать. Тебе надо их приучать к ручнику. Да. Я постоянно, когда вот так прямо, мне не нравится. Ну, как-то. Ну, учи своих всех, чтобы ездили нормально. Бензин желательно 98-й заливать на Туймаде. Он 92-й. Вообще нельзя ездить на 92-м. 92-й чисто. Ну вот, будете бабки экономить, эта машина потом вам покажет по карману. 95-й Да. наливаю. 95-й минимум, вообще 98-й надо лить. У нас 98-й как 95-й. Иначе потом клапана звенеть начнут. Сейчас у тебя движочек работает вообще хорошо. Ровненько. Ну, нету. Ну так, маленько цикотят на холодную эти клапана. Но еще не сильно. У некоторых как дизель работает. Поэтому надо все это соблюдать. Нормальное надо топливо заливать. Вот здесь вот развернешься и назад. Ну сам видишь, машина едет. Здесь встань, задом дай. Проверь, чтобы все было нормально. Заднюю скорость включи. Чтобы по коробке нареканий не было никаких. Да, все правильно. Поставил. Поставил на ручник, да? Да. Угу. Ну все, давай заднюю включай. Так, задом задавай. Ну что, Везель, так тебе нравится? Машина хорошая? Ну, хорошая, но... Но на коробку уже прилип. Да, у него коробка у меня просто. Да, ничего, ее надо просто обслуживать. Просто без ремонтировать, просто сколько у него? Ну вот смотри, у тебя пробег всего 105 тысяч километров. И она у тебя уже вышла из строя. Это не просто так. То есть просто так на 105 тысячах не выходит подшипник. Ее, значит, до этого либо прожарили хорошо, либо вы ездили на ней каким-то образом, топили, может до тебя, когда вы покупали. Ну, до тебя хозяин ее эксплуатировал нещадно. Да, мы сюда купили, но что-то его... Нещадно эксплуатировал, может быть. Может, он на ней гонял. Может быть, он ей резко давал какие-то нагрузки. Поэтому подшипник не был сухим. Когда мы его доставили, там смазка была, но она была, как, знаешь, такая грязная, перемешку с каким-то песком, короче. Она уже выходила. Два подшипника было сухие совсем. Это нижний холостого хода и боковой, второй, четных передач. А вот этот, который передний, он был нормальный еще. Но он высыпался, вот этот верхний, получается, муфта. Он сухой был, и он высыпался. А почему высыпался? Потому что, видать, его, скорее всего, вы вот эту поставили, как ее, ну, защитили. Ну, утеплили сильно, короче, машину. Она, видать, перегрелась. Из-за перегрева просто пластиковая часть расплавилась и вышла из строя. Ну вот. Когда я сниму вот это. Да, ну то есть лучше вот передок закрыл, в принципе, и сверху одеяло. Этого достаточно. Низ, пускай коробка охлаждается. Понятно. Они выходят из строя обычно летом, подшипники, в большую жару. И либо вот когда выдовая машина, у нее нагрузки больше, понимаешь. Передние приводные визеля, они больше ходят, подшипники. У них нет такой нагрузки. Но этим привод тоже выходит из строя, но он выходит на более больших пробегах. Вот если не обслужить на 100 тысячах километров подшипник, не достать его оттуда, не смазать, то он где-то примерно на переднеприводном автомобиле выйдет из строя на 150 тысяч километров. 160-150. Ну кому как повезет. Кто как ездит, понимаешь? Кто-то вообще как бы щадно относится к машине. Все калибровки должен проходить каждые 10 тысяч километров. 10 тысяч откалибровался. 10 тысяч откалибровался. 30 тысяч масло поменял. Жидкость поменял, тормозную. Все. Вот тогда будет ходить. Понятно. Просто не умеют робот эксплуатировать. Не умеют, не хотят его обслуживать. Понимают, что машина типа новая, 16-го года. Нормальная, все, она из Японии, без пробежка, она должна типа ходить как старый добрый автомобиль. Когда вот
Помнишь, машины были в 90-х годах, какие крутые? И ими ничего не делали с автоматами. Они ходили по 20 тысяч. Ой, по 20 лет. И их никто не делал, ничего не обслуживал. Масло только в коробке меняли и все. Эти машины, они другие. Они сервисные. Они любят, когда с ней уход делаешь. А вот этот DSG, это совсем печальная вещь. Почему? Потому что ее изобрели германцы. И они не ездят, вот эти вот за границей, они не ездят по 100 тысяч километров на машине. 50-60 он ее продает. 50-60 он ее сдает по трейд-ину. Все, он больше не ездит. Потом мы покупаем. Мы уже покупаем на сотки, когда уже подшипник сухой. И его надо обслуживать. Мы радостные покупаем этот автомобиль, отдаем большие деньги и думаем, что ничего делать не надо. 5 лет минимум. А на самом деле, как только с Владивостока купил автомобиль, должен заехать к нам на сервис и обслужить по полной программе. Вот тогда он будет ездить. Вот. Да. Ребята, все ставьте лайк. Тебя как зовут? Михаил. Михаил. Вот, мы даже не познакомились толком с тобой. С дядей разговаривали, все. Вот, Михаил, как бы, береги машинку. На этом подшипнике она нормально будет ходить. Это новая запчасть. Михаил тест-драйв прошел. Как бы видит, что машина работает нормально. Ну, сейчас маленечко так газани. Чуть-чуть, чтобы он по передачкам по всем прошелся. Ну, сейчас по прямой будет. Погоди. Ну, не так, чтобы газ в пол. Просто, как обычно, скорость набери нормально, плавно. И все. Да мне полностью оборот, не полностью, но полика не дает, да? Ну, просто немножко притопи и все. Чтобы на всех режимах она проехала. Видишь, как мягонько она? Чик-чик-чик. Переключается хорошо. Он у тебя до этого пинался по-любому. Были пинки? Когда не произошло еще вот это вот. Но машина ездит на дальняк, в Бердигистях. Постоянно. По трассе постоянно. Туда-сюда, туда-сюда, да? Сюда, здесь по городу. По городу покататься. Семейная машина, короче. Ну, не в тачке не участвует, ничего же. Ну, летом, наверное, в Владивосток поедем. На дальняк, да. Ну, все, смело можешь ехать. Смело катайся. Потом 80 тысяч откатаешься на этом подшипнике. Приедешь, надо опять делать эту смазку. Смазать его надо опять будет. Но это долго. 80 тысяч, прикинь. Ну, это сколько будет уже пробега в машине? Сколько будет? Ну, вот сейчас 105, 185 будет. 185 тысяч будет. 185, да? Да, когда ты приедешь сюда на ТО. Уже приедем с Синмат. Ну да. Ну, прикинь, сколько ты будешь ездить? 185 тысяч. Ну, кто-то быстро прокатится, а кто-то... не, кто-то вообще мало машиной пользуется, малые пробеги. Поэтому это долго произойдет. 85 тысяч накатать, это надо умудриться еще. Прикинь, до Владивостока 3000, а это далеко. А тут 85 надо катать, прикинь. Сюда. Да, постоянно. Это большой пробег, на самом деле. Раз 80 тысяч загнать на ТО, чтобы смазать подшипник, это, я считаю, нормально. Да, вот здесь сейчас. Вот здесь сейчас. Тормози. Вот здесь. Ага, не проедь. Вот. Нормально. Главное, тачку оживили. Ребятам везде отказывали, да, в сервисе? Обращались в кучу сервисов, везде отказали. Мы сделали. Ну все. Ну все, Миша, катайся. Давай, не ломайтесь больше. Ну. Все, визелек от нас уезжает. Ёし、俺様が相手だ。俺はこいつらとは違うぜ。
俺はあらゆる格闘技を身につけ最後に覚えたのがこれだ。この野郎。